«Строймонтаж-2002» назвал новую дату сдачи дома в Мирном. Дольщиков волнует низкое качество постройки, они требуют возврата денег. Сегодня профессиональный праздник социальных работников. В Алданском районе помощь одиноким пожилым людям – одно из наиболее масштабных направлений работы. В Токио прошло первое масштабное празднование якутского национального праздника Исэх. Дождь не помешал семье из Якутии организовать мероприятие. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В этом году Якутия переместилась с 52-й на 22-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Этого удалось добиться за счет снижения давления на бизнес и открытого диалога между предпринимателями и правительством. Об эффективности в улучшении условий для ведения бизнеса российскими регионами Владимир Путин говорил на Международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития. В том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие механизмы. Стоит отметить, что республика стала лидером роста среди всех субъектов страны. В рейтинге 2019 ни один из регионов не совершил такого мощного рывка. Конечно же, это результат того, что мы провозгласили в отношениях с бизнесом политику полной прозрачности и прямой связи с бизнесом. Я полностью поменял координационный совет, принципе его работы по предпринимательству. Сейчас 92% в нем занимают предприниматели. Предприниматели вошли у нас в проектный офис, с которым мы вместе сгенерировали план план продвижения работы, улучшения нашей позиции в инвестиционном рейтинге. Это тоже, на мой взгляд, очень немаловажно. Огромное спасибо ОСИ за то, что поддержали нас. И в августе прошлого года была проведена такая стратегическая сессия, на которой были выработаны основные подходы к работе с малым и средним бизнесом. Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года. Ее будут реализовывать в 2 этапа. Документ ставит следующие цели к 2021 году. Рост продолжительности жизни до 74 лет, снижение младенческой смертности и смертности трудоспособных россиян. Потребление алкоголя должно сократиться до 9 литров на человека в год. Число курильщиков должно снизиться до 28%. Кроме того, в стратегии указаны главные угрозы здоровью россиян. Среди них сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и туберкулез. Застройщик знаменитого долгостроя в городе Мирном назвал новую дату сдачи дома. Министр строительства республики Павел Аргунов посетил долгострой многоквартирного дома на Ленинградском. Впервые за 4 года на контрольной встрече присутствовал генеральный директор «Строймонтаж-2002» Роман Приходько. По его словам, дом будет готов к сдаче 1 июля. Напомним, что крайняя дата сдачи была назначена на 30 января этого года. На встрече также присутствовали дольщики. На данный момент их больше волнует низкое качество постройки. Многие расторгли договоры, получили положительное решение суда, но возвращать деньги застройщик не торопится. Я думаю, что срок реальный. До 1 июля все эти мелкие работы будут завершены. По информации застройщика работает необходимое количество людей, 60 человек. Ну, когда обходили, я такого количества, конечно, не увидел. По информации застройщика, опять же, они ушли ужинать. Но надеемся, что так и есть. Осталось только помыть немножко. Есть работа по смене линолеума. По фасадной части тоже остались работы. По информации застройщика по дымоудалению, по системе дымоудаления по противопожарной системе работы закончены.
В Якутске сегодня проходит эко-фестиваль «Зеленая прогулка». Организаторами мероприятия стали экологические общественники. С какой целью проводится акция и кто стал ее участником, в материале Дмитрия Тымырова. Первый экологический фестиваль сегодня проводится на территории Вилюйского тракта. Именно эта часть города, по словам общественников, считается самой грязной. Сегодня они здесь собрали более 100 участников. Здесь не только студенты и школьники, но и взрослые люди, а также пенсионеры. По WhatsApp узнала, что вот есть такое мероприятие, как зеленая прогулка, да. Ну, чтобы лес был наш чистым, я решила вот примкнуться к этой компании и приехала. Многие приехали сюда с семьями. Говорят, что прививать детям любовь к природе, бережному отношению надо с малых лет. Сегодня приехали с детьми, потому что если бы нужно им с детства прививать мусор повсюду, и они вот этим дышат, то есть когда она вырастет, думаю, ситуация будет ужасно критична, поэтому если мы хоть как-то можем сдвинуть это и своим примером показать, добрым примером. Мусор, как отметили организаторы, будут собирать раздельно. После представители администрации Якутска увезут все на полигон. Самое главное, что нас отличает от обычных субботников и так далее, у нас будет музыка, у нас будут спикеры и так далее. То есть это не просто уборка. И плюс, что нас от уборок еще отличает, мы будем раздельно собирать пластиковые бутылки и потом их отправляем на переработку. Мы сделали очень интересную программу, то есть мы позвали Урана, получается, который будет играть на диджей. Будет отдельные музыканты, будут с дома музыки выступать. У нас будет отдельная медитация. То есть человек, который придет сюда, он автоматически также сделает что-то полезное, приберется и плюс получит очень культурно и очень весело проведет время. Эко-фестиваль здесь будет проходить до вечера, так что всех желающих организаторы мероприятия ждут на Вилюйском тракте. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Лучшие прыгуны Якутии борются за звание сильнейшего на чемпионате республики по национальным прыжкам. Соревнования проходят на стадионе Туймада. На месте работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Прямо сейчас в прямом эфире она готова рассказать о чемпионате. Саргалана, тебе слово. Приветствую, Юлия. На стадионе очень зрелищно. Спортсмены соревнуются в традиционных дисциплинах кылы и стanga. Участвуют мужчины, женщины и ветераны. Чемпионат проводится по действующим правилам Федерации якутских прыжков. Участвуют 39 спортсменов из 13 районов республики и города Якутска. Среди них много ведущих атлетов, так что конкуренция сильная. Подробно о том, как пройдет чемпионат, нам рассказал главный судья соревнований Максим Айгастуров. Чемпионат уже проходит у нас каждый год, и участвуют самые сильнейшие прыгуны нашей республики. Сначала прыгают скачки, кылы на одной ноге, 11 прыжков, и там выявляется лучший результат. И потом прыгают с ноги на ногу, стanga, и там тоже так прыгают. И на завтрашний день у нас будут проходить последний вид, это кобах, выявляется сумма триворья, и там выводится лучший результат. И абсолютный чемпион выводим таким образом. Я добавлю, что с этого года чемпионат посвящен памяти легендарного прыгуна Василия Николаева. И сегодня в рамках соревнований прошла презентация книги «Жизнь как полет в прыжке». В книгу вошли интересные факты из жизни выдающегося спортсмена Василия Николаева. А соревнования сегодня продлятся до 6 часов вечера. К этому времени некоторые спортсмены уже улучшили свои личные показатели. Накал борьбы за чемпионство возрастает. Завтра ожидаются еще напряженные соревнования. Спортсмены будут состязаться в прыжках-кобах. В этой дисциплине обычно каждый раз появляются новые имена. Юлия? Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. Сегодня профессиональный праздник отмечают социальные работники. Помощь одиноким пожилым людям – одно из наиболее масштабных направлений в деятельности Управления соцзащиты по Алданскому району. Одинокие граждане преклонного возраста устраиваются в интернаты и в приемные семьи. В настоящее время формируется мобильная бригада для выявления нуждающихся в поддержке, рассказывает Татьяна Вахнина.
Все инструменты имеются, а вот гвоздей и шарниров прикупить не мешает. С наступлением лета работы у Игоря Иннокентьевича много. Грядочно-огородная эстрада началась, пора приступать и к ремонту в доме. Руки у мужчины золотые, он умеет все. Забот по хозяйству, впрочем, хватает не только летом. Зимой снег не дает отдыхать. Как прошлый год, так это каждый день зарядка. Семья Игоря Тамакина и Галины Михайловой образовалась без малого 2 года назад. Формально Галина Ивановна является опекуном Игоря Иннокентьевича. Ранее мужчина проживал в доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинский. Галина Ивановна работает там же буфетчицей. Когда выдавалась свободная минутка, вместе разгадывали сканворды. Затем Игорь стал приезжать в гости, а вскоре образовалась новая семья. Галина Ивановна отмечает, что с обретением дома Игорь Иннокентьевич словно оттаял и стал чаще улыбаться. Чего он в хосписе уткнется в свои эти книги и сидит, гадает или уедет куда-нибудь там один в сторонку. Ну да, здесь он чувствует себя, да, хозяином. В Алданском районе в свои дома одиноких пожилых людей приняли 3 опекунов. Создание приемных семей, наряду с оформлением в интернаты, является мерами господдержки, нацеленными на жизнеустройство данной категории. Работа с пожилыми людьми составляет одно из наиболее масштабных направлений в деятельности управления соцзащиты. В помощи нуждаются несколько сотен мужчин и женщин преклонного возраста. В этом году у нас планируется открытие мобильных бригад, в которую войдет помимо социального работника, войдут медицинские работники, общественные организации. То есть и задача данных мобильных бригад именно выявление категории людей, да, то есть нуждающихся в помощи, и доставка их, соответственно, из труднодоступных районов в медицинские учреждения. В настоящее время меры господдержки, реализуемые Управлением социальной защиты, носят заявительный характер. Функционирование мобильных бригад нацелено на выявление нуждающихся в помощи граждан. Ожидается, что в Алданском районе мобильная бригада начнет осуществлять выезды уже в сентябре. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 100 лет со дня основания отмечает уголовно-исполнительная инспекция. Учреждение работает с осужденными без изоляции от общества. Репортаж Дмитрия Тымырова. Обычный день сотрудника этой инспекции начинается с телефонных звонков. Обзванивает всех подопечных, состоящих на учете. В последующие часы встречи с ними. В день порядка 7 встреч. По данному аппарату вы связываетесь со своим инспектором, да? Да. Для того, чтобы осуществить звонок. Обвиняемый, значит, удерживает зеленую кнопочку и попадает непосредственно к своему инспектору, который осуществляет контроль за ним. С 2012 года в практике уголовно-исполнительной инспекции применяется мера пересечения в виде домашнего ареста. Намного лучше, чем в тюрьме. Как дома практически. Только нельзя не связываться, конечно, не выходить из дома нельзя. Сегодня именно благодаря их работе многие осужденные и те, кто под следствием, могут отбывать наказание или ожидать суда на свободе, а не в СИЗО и исправительных колониях. Контроль за условно осужденными ведется в взаимодействии с органами внутренних дел. Мы проводим совместные рейды со службой участковых уполномоченных полиции, с инспектором по делам несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних осужденных. Посещаем их по месту жительства, контролируем по месту учебы, также по месту работы. Помимо посещения квартир, рабочих мест, ведется большая работа в самой инспекции. Здесь проводят беседы и психологические тренинги. Здесь мы непосредственно работаем с лицами, находящимися в состоящимися в уголовно-исполнительной инспекции. Проводятся здесь как индивидуальные, так и групповые мероприятия. Да? Сегодня на территории республики функционируют 2 вида подобных учреждений. Это уголовно-исполнительная инспекция и исправительный центр в городе Ленске. На территории Республики Саха-Якутия функционирует 15 филиалов, из них 13 межмуниципальных, 81 сотрудников работают в этих филиалах, и 70% из них составляют женщины. В мае этого года уголовно-исполнительной инспекции исполнилось ровно 100 лет. Сегодня впереди у коллектива учреждения большие планы по гуманизации мер наказания по отношению к осужденным. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.
Первый масштабный СЭК прошел в Токио. Семья Ефремовых из Якутии второй год проводит главный национальный праздник. Если в прошлом году это было символическое мероприятие в узком кругу, то в этом году Вида и Дмитрий смогли организовать по-настоящему масштабный праздник. В эти дни в столице Японии собрались на редкость много представителей Якутии. Это и делегация, прибывшая на выставку мамонтов, и 3 ансамбля из разных улусов, выступающих на фестивале ЮНЕСКО, и частные предприниматели. Из-за проливного дождя в Токио СЭК прошел в арендованном, специально предназначенном для торжеств помещении. К слову, семья проживает в столице страны восходящего солнца 9 лет. Их сын ходит в государственную японскую школу. Якутские музыканты вышли на мировой уровень. Новый альбом дуэта «Уран» презентован под известным лейблом Ren Raku Global Media США. Теперь произведения ребят из Якутии доступны аудитории всего мира, рассказывает наш корреспондент Андрей Мухоплев. Дуэт «Уран» образовался в 2015 году, когда известный в определенных кругах диджей Айтал Алексеев случайно познакомился с математиком Дмитрием Поповым. Оказалось, у молодых людей есть общее увлечение – электронная музыка. Теперь творчество ребят известно далеко за пределами республики. За это время мы выпустили несколько релизов, альбомов, в том числе на английском лейбле. Всю эту музыку можно послушать в музыкальных сервисах. В этом году намечается 2 новых альбома, которые выйдут на английском лейбле и на американском лейбле. Также у нас буквально недавно вышел сингл, называется «Паранойя», при участии Сульяны Сергучевой. Музыка ребят отличается элементами якутского фольклора. Именно поэтому дуэт объединился с известной художницей Каданой Игнатьевой, чьи картины также пропитаны национальным колоритом. Симбиоз дизайна, живописи, архитектуры, прям это постоянно во мне бурлит, кипит, и выходят такие работы. Музыканты, художница и моушн-дизайнер Антон Никифоров объединились в творческий союз «КУТ». И первыми в рамках проекта «Ночь музеев» показали жителям Якутии, как можно по-настоящему оживить произведения художника. Экспозицию посетили более 10 тысяч человек. Более 100 тысяч скачиваний на всех международных музыкальных платформах. Дуэт «Уран» останавливаться на достигнутом не собирается. У музыкантов впереди много планов. Так, уже совсем скоро их альбом появится и на известном европейском лейбле Autalectuals UK. Андрей Мухоплев, Семен Семенов, Якутск. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий.